Нам помогали наши соотечественники, все политузники. Там помогала, вот эта атмосфера. Я не знаю, как эту атмосферу передать. Это невозможно, наверное, передать. И проводить опыты, чтобы ощутить эту атмосферу, таким путем тоже не надо. Но она действительно есть, и там поддержка, моральная поддержка друг другу. Я просидел и с Узиром Абдулаевым, первая симферопольская группа. Потом меня перевели на 21-ю камеру с Рустем Ага Бельтаровым и Эрнесом Аметовым. И когда Рустем Ага этапировали, нас просто раскидали. Меня кинули в 45-ю камеру, там, где уже не было никого из наших политузников. Эта поддержка, я не знаю. В первую очередь, эта поддержка мне, наверное, не дала сломаться. Это невозможно описать словами. Это надо ощутить, это надо прочувствовать. И, конечно, поддержка наших соотечественников, моего адвоката, он постоянно меня подбадривал, говорил: не сдавайся, не сдавайся. Это очень сильная, конечно, очень сильная поддержка, когда ты видишь в судах, когда полный зал, еще и на улице говорят, что там человек 100 там пришли, там. Это невозможно описать, это невозможно рассказать. Это очень большая поддержка. И хочу обратиться к нашим крымчанам, независимо от национальности, вероисповедания. Выходите, поддерживайте. Это очень сильно помогает поддержать. Это действительно очень сильно помогает тем, кто находится там, потому что, по сути, кроме вот этого маленького окошка, когда они в зале суда видят людей, по большому счету контакта с миром же нету другого иного. Исмаил, и в контексте всего сказанного, что бы еще ты самого важного сам отметил? Может, я что-то упустил? Что считаешь ты необходимо, чтобы джемат, общественность знала? Во-первых, будьте сплоченными во всех отношениях. В такой трудный момент, в такой трудный период. Те, которые пришли, которые считают нас своими врагами, они очень сильно боятся сплоченности. Это их первый страх. Когда они видят, что когда берут одного, на его место выходят десятки. Когда берут 10, на их место выходят сотни. Это должно быть, и мы это должны сохранить, должны возвращать наши традиции, помогать всячески. Я знаю, что в Крыму это сейчас возвращаются такие наши традиции, сбор финансов на свадьбах. Это очень так называемые хашары, когда народ там собирается и пытается помочь там в каких-то благоустройствах, домашних делах каких-то. Недавно мы ездили в Алексеевку или в Алексеевку, я уже не помню. Это по 27 числа, когда 24 ребят забрали. У него действительно там очень серьезные проблемы по быту. И мы там то, что мы смогли сделать, мы помогли, и это должно продолжаться. Должно продолжаться, и оно набирает обороты. И меня это очень сильно радует. И это должно сохраниться, более того, это должно обретать какие-то традиции, ходить в гости друг к другу, посещать стариков. Это в первую очередь.